Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем пьяного водителя «Тойоты», который стал причиной аварии на кольцевом перекрестке улиц Дементьева и Павлова. Пожалуйста, прошу, давай на колени перед тобой встану. Зачем ты так себя ведешь? Расскажем о смертельной аварии в Алексеевском районе и мошеннике из Ярославля, который обманул 10 человек по всей стране. А также задержание подозреваемых в разбое, вымогательстве и похищении человека. У казанского предпринимателя вымогали 3,5 миллиона рублей. Это и не только прямо сейчас. Водитель с признаками алкогольного опьянения стал причиной аварии на кольцевом перекрестке улиц Павлова и Дементьева. Там прямо на трамвайных путях столкнулись Toyota Land Cruiser и кроссовер Mazda. На первый взгляд все было предельно ясно. Внедорожник двигался по кольцу, а водитель кроссовера его не пропустил. Возможно, на скользкой дороге просто не смог остановиться и врезался Тойоте в правый бок. Но все оказалось куда сложнее. А кто главный тут? Не снимай, говорю, братан, я умоляю. Не снимай, пожалуйста, не снимай. Товарищи водителя «Тойоты» были категорически против съемок. Говорили, это их начальник и не хотят ему дурной славы. В ход шли и угрозы, и мольбы. Пожалуйста, прошу, давай на колени перед тобой встану. Зачем ты так себя ведешь? Пожалуйста, я на колени встану, пожалуйста. На первый взгляд все было ясно. «Тойота» двигалась по кольцу, это главная дорога. Водитель «Мазды», выезжавший на кольцевой перекресток с улицы Павлова, должен был уступить дорогу, но этого не сделал. Как объяснили товарищи водителя «Тойоты», из-за скользкой дороги. Автоинспекцию водители не вызывали долго, пассажиры «Тойоты» были против. Но терпение владельца «Мазды» все же лопнуло. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, стало ясно, в аварии вина водителя «Тойоты». Это признали и пассажиры внедорожника. Шеф не прав. Как выяснилось, водитель «Тойоты» выезжал на кольцевой перекресток задним ходом и по трамвайным путям. Там автомобильной дороги нет. Водитель «Мазды» такого маневра не ожидал. Увидел машину в последний момент и не смог остановиться. Когда на место аварии приехал сын водителя «Тойоты», так он представился, он пытался в очередной раз сделать так, чтобы эта история не стала достоянием общественности. Ну вот мне интересно, то есть я подошел, я сын его, мне интересно, что вы именно сняли. А с этим видео вообще можно что-то сделать? Ну вообще просто, чтобы его не было даже. Тем временем автоинспекторы выявили у водителя «Тойоты» явные признаки алкогольного опьянения. Походка 52-летнего мужчины была явно не твердой, и от него исходил сильный запах спиртного. От прохождения экспресс-теста на употребление спиртного на месте он отказался, согласившись на медицинское освидетельствование. Медики подозрения автоинспекторов подтвердили, выявив у мужчины больше миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а мужчину в ближайшее время ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Радик Фархулин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Женщина-водитель «Лады Калина» скончалась сегодня утром в результате аварии на трассе Алексеевск-Белярск в Алексеевском районе Татарстана. По предварительным данным, виновата в столкновении она сама. Не выбрав безопасную скорость, женщина выехала на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулась с «Ладой Ларгус». От удара второй автомобиль выбросила с дороги в кювет. Пострадавших госпитализировали. Помочь водителю «Калины» врачи уже не смогли. Полученные женщиной травмы были несовместимы с жизнью. Очередная авария произошла сегодня на перекрестке улиц Вейтера и Ижевская в Казани. Про это место среди местных жителей уже ходят легенды. Аварии, похожие друг на друга, как близнецы, случаются тут едва ли не каждый день. В большинстве случаев выезжающие с улицы Ижевская водители поворачивают налево через двойную сплошную линию. Но сегодня сценарий дал сбой. Столкнулись машины, движущиеся в одном направлении. В заторе один из водителей не успел среагировать и врезался в заднюю часть остановившейся впереди машины. Ждать автоинспекторов водителей не стали, а самостоятельно отправились в центр оформления ДТП. В отбойник на полном ходу врезалась «Лада» 14-й модели на улице Назарбаева. Легковушку после столкновения развернула на 90 градусов. Она остановилась поперек проезжей части. Авария произошла в вечерний час пик, и водитель всерьез опасался, что в любую секунду его могут протаранить спускающиеся с улицы Вишневского автомобиля. Вроде на ходу. Обидно.
Он долго не мог прийти в себя. Молодой человек не понимал, как оказался в отбойнике. Ехал не быстро, километров 50 в час. Резина шипованная. Так подрезал, вперед вышел, я на тормоз занесло. Но я по этой полосе шел, выехал чуть-чуть вперед. Я на тормоз нажал, меня занесло, вот видите отсюда. Номера подрезавшего его автомобиля не помнит. Рассказывает, не разглядел даже марку и цвет. Столкновения с той машиной не было, и она просто уехала. Растерялся. Это его первое дорожное происшествие. За рулем меньше года. Но если считать с того момента, как я страховку сделал, в апреле. А так права получил 18. Автоинспекцию молодой человек вызывать не захотел. Не верит, что можно найти и взыскать ущерб с водителя, подрезавшего его автомобиля. И пожелал поскорее убрать свою машину, пока она не получила еще большие повреждения. Я соберусь, уеду, в бордюр ничего не могу. Из повреждений автомобиля разбитая фара и бампер. Бетонный отбойник не пострадал, но преподнес молодому водителю урок. Чувство уверенности за рулем и полного контроля над автомобилем может быть довольно обманчивым. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. 68-летняя женщина получила ожоги лица во время пожара в частном доме в селе Алан в Тюлечинском районе. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны в 8 часов утра. Прибывшие на место подразделения справились с открытым огнем за полчаса. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Дом не газифицирован, отапливается дровяной печью. Причина пожара сейчас устанавливается. Полицейские Альметьевска задержали ранее судимого 19-летнего жителя Ярославля по подозрению в серии мошенничеств, совершенных по всей стране. Среди обманутых жителей Альметьевска, Зеленодольска и Казани. Как выяснили стражи порядка, молодой человек нашел в интернет-мессенджере группу. Там можно было заработать, обманывая жителей страны. Следуя инструкции, он купил виртуальный номер в приложении, создал сайт с предоставлением скидок и пустил во всемирной паутине рекламу. Так он сгенерировал фишинговую ссылку на свой интернет-магазин. Деньги получал на Киви кошелек, 70% прибыли оставлял себе, остальное отдавал создателю бота. Всего, по данным полицейских, подозреваемый успел обмануть 10 человек по всей стране. Одной из желающих получить хорошую скидку оказалась 20-летняя жительница Альметьевска. Девушка заказала маникюрный набор с дисконтом. По указанию продавца перешла по ссылке и перевела 1300 рублей. В указанный срок товар не получила, обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 3 человек, подозреваемых в вымогательстве и похищении человека, задержали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью в Казани. По версии следствия, они вымогали 3,5 миллиона рублей у предпринимателя, угрожая убить его семью. Также они похитили его автомобиль вместе с водителем. Человека отпустили, а «Мерседес» продали, отогнав его к границе с Казахстаном. Телефон где? Скрыться от полицейских не удалось ни одному из 3 подозреваемых. Их задержали практически одновременно, но в разных местах. Здравствуйте, из полиции. Здравствуйте. Ребенок где? В какой комнате? Тихо. Доказательства причастности к преступлениям именно этих людей у следствия есть. Их оставалось только найти. В результате оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов спецподразделения были задержаны 3 жителей Казани, 2 из которых ранее неоднократно судимы. Кроме того, 1 из фигурантов находился в федеральном розыске за совершение серии краж в Москве. По версии следствия, с августа до октября 2022 года обвиняемые под надуманным предлогом вымогали у казанского предпринимателя 3,5 миллиона рублей. 14 октября они совершили нападение на его водителя, при этом похитили принадлежащий предпринимателю автомобиль «Мерседес». Вымогая деньги, как выяснили полицейские, подозреваемые угрожали 34-летнему предпринимателю физическим насилием, а его семье – убийством. После похищения автомобиля водителя бизнесмена потом отпустили, а автомобиль, как выяснили стражи порядка, впоследствии продали, отогнав к границе с Казахстаном. По данному факту следственными органами Республики Татарстан возбуждено уголовное дело по
признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 «Вымогательство», частью 4 статьи 162 «Разбой» и частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека». По решению Советского районного суда Казани на период предварительного следствия всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время стражи порядка устанавливают местонахождение похищенного автомобиля для возврата законному владельцу, а также выясняют, не причастны ли обвиняемые к другим аналогичным преступлениям. Рания Абдрахманова, Наиль Абдулин. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.